Поэзия отошла от магии и обряда, и пошел эпос. Родиной всех тюрко-монгольских эпосов является Алтай. В основном они исполнялись перед какими-то дальними походами, естественно, военными походами, перед охотой большой, и потом для исцеления больных. То считалось, что сам герой Гесер мог погибнуть во время исполнения Гесера, не совершив свой главный подвиг. Каждый народ, который имеет эпос, это счастливый народ. Я буду говорить только об устной сказительской традиции, но сильно не касаясь своеобразия самих эпосов. Но 2-3 слова я, конечно, буду предварять. Вот. Но, как вы знаете, что киргизский Манас и якутская Ломпо, они являются шедеврами ЮНЕСКО в разное время. Манащи, то есть именно сказитель, он сначала стал этим шедевром ЮНЕСКО, потом стал наш эпос, но он именно как жанр стал шедевром. В 2005 году и 2008 году эти 2 эпоса, они вошли в репрезентативный список шедевров ЮНЕСКО. Это дается, всем шедеврам дается, особенно по устной традиции. Это дает очень большую возможность для таких эпосов, как Манас и якутская Ломпо, потому что оно становится уже достоянием всего человечества. В этом вот есть такая особенность, я хочу это подчеркнуть. И поэтому сейчас идет очень активный перевод эпосов, этих эпосов, 2 шедевров на разные языки мира и так далее. Это предусмотрено, значит, правилами ЮНЕСКО. Далее, хочу сказать такое, что основа всех тюрко-монгольских, раньше было разделение монгольское и тюркское. Я их объединяю, потому что у них структура всех эпосов, структура всех эпосов, она одинакова. Оказалось, она одинакова. Этому способствовала находка огузского эпоса «Китаб и Каркут». Это очень древнейший эпос. И этот эпос именно в литературном памятнике был найден в недрах Ватикана, рукописи. И поэтому мы теперь знаем самую изначальную письменную структуру вообще греческого эпоса всех тюрко-монгольских народов. Там некоторых эпосов, конечно, самостоятельно все идет, но структурно, композиционно это все одинаково. То есть рождение богатыря от бездетных родителей, да? Потом, значит, чудесное зачатие, потом рождение богатыря, иногда коллеги, иногда полноценного и так далее. То есть рождение Бадра идет, и вот его миссия в среднем мире. И таким образом, вот я пришла к такому выводу, несмотря на такое обилие и объем, разный объем всех этих эпосов, они структурно все, композиционно все они одинаковые. И в то же время я нашла общность у всех эпосов, сказительскую традицию устную, да, в устной версии. Во-первых, они все исполняются. И в них тоже имеется, оказывается, вот такая очень большая схожесть и самостоятельность. То есть схожесть и общность. Так, наиболее архаическими являются те эпосы, которые исполняются без музыкального сопровождения. Музыкальные инструменты появились тогда, когда у этих народов это стало исполняться как
конкурсы. И тогда они использовали свои национальные инструменты и стали исполнять их под эти инструменты. Такими древними устными традициями являются, естественно, это бурятские улигеры, якутский ланко и киргизский манас. Они исполняются без музыкального сопровождения. То есть сказитель должен представить свой эпос именно чем, скажем, якутскому ланко, он должен обладать прекрасным голосом и поэтическим даром импровизатора. То есть, когда он сказывает, вы представляете, это были люди неграмотные, это было создано очень давно, и они, когда они рассказывали, они привлекали красивым поэтическим слогом. Все, что они рассказывали, они как будто бы на экране все это слушатели видели. То есть надо было обладать таким речитативом, таким поэтическим слогом, чтобы привлечь к себе. Про манас. Манас тоже он исполняется абсолютно бесконечно, исполняется только одним поэтическим тоже слогом. Вот. Ну, у лигеры тоже так же исполнялись, и поскольку самыми последними народами, с которыми якуты общались в пределах Забайкалья, это были эхидит-булагаты. Эхидит-булагаты, там сейчас есть такая версия, что это как бы потомки Уркан, то есть как будто они тюркоязычные были. И поэтому вот у них манера исполнения, там очень много, даже в Гесере очень много схожих моментов у бурятского эпоса и якутского ломка, как ни странно. Вот. И поэтому устной сказительской традиции то же самое. Наиболее, значит, древними эпосами, конечно, считаются вот эти индийские эпосы. По объему они тоже очень большие, но, конечно, превзошел всех фитийский манас и по объему, и по, значит, это манере исполнения и так далее. Он считается наиболее крупным эпосом в мире, а якутский он считается по этому, по Градаса четвертым эпосом по объему. Да, ну, немножко я хочу сказать об эпопее Манас, потому что она состоит из 3 частей. Это как у нас 3 коленные ломко, это значит дед, отец, то есть отец, сын и внук. Так, Манас, Самитей и Сектей, да? Да. Вот это, но там Манас есть, Манас берет свое начало, как говорят российские исследователи, еще советского периода, берет с алтайского, когда они жили в Алтае, вот, Салык Манаша. То есть у них все вообще, и даже Дзангар берет оттуда, то есть родиной всех тюрко-монгольских эпосов является Алтай. Так, ну вот, в Манасе есть 3 слоя. Поскольку это очень древнейший эпос, 3 слоя. Это очень древнейший слой. Это то, что когда было сделано, это, начал формироваться эпос на Алтае. Потом, как в Манасе описывается, они переехали на свою родину, откуда их изгнали, да? И идет борьба. Вот в Манасе сюжет рассказывается о том, что они воевали против катайцев и калмыков. Они были исконными врагами, и поход Манаса на Пекин бежит, и он там погибает. Сказитель Манаши, конечно, точно так же, как и якутский ломко, держится строго вот той традиционной композиции, той структуры, которая присутствует у всех народов тюрко-монголов. Но поскольку сказитель Манаши импровизатор, здесь он импровизирует, он создает каждый раз свой вариант, но в рамках вот этой традиционной композиции.
монаши очень быстро входят в транс. Очень быстро входят в транс. И он создает как бы свой вариант исключительно в рамках вот этого. И этим он отличается от других эпосов. Далее. Монаши, несмотря на то, что вот были эти бедные люди и так далее, они были профессиональными певцами, без музыкального сопровождения, так, но они используют жестикуляцию и различную мимику. То есть они таким образом, чтобы их рассказ дошел до зрителя, до слушателя. Так, были две категории монашей. Это древние монаши, настоящие монаши, это их называли чон-монаши, которые полностью знали и исполняли всю трилогию. Вот. И рассказывали отрывочно всю генеалогию всех героев, положительных героев. А также имели свою школу учеников. Они могли исполнять монашество в течение нескольких месяцев, иногда даже полгода, развертывая или сжимая повествование, поскольку они были, как я уже сказала, импровизаторами. Например, известен легендарный певец Зайсан, который одну Курашили Юрта воспевал в течение полдня. Далее были, как и у нас, исполнители монаса. Это те люди, которые исполняли тот или иной отрывок из этой трилогии, и особенно первой части, то есть о монасе. Притом, значит, эти люди исполняли, как бы были популяризаторами. Но потом они могли, конечно, превращаться, развивая свою вот эту технологию хорошую, да, одаренность и так далее, свой дар, они могли перейти в чон монаши, то есть настоящие монаши. Далее, призывание. Не каждый человек становился монашей. Это, вот как рассказывал у нас Алымбекович, он сам прошел вот такую школу сказительства дара, то есть это был призыв. У них, у киргизов, призыв делает только монах или его окружение. Кто-то из его окружения и так далее. Это происходит обычно во сне. У них это происходит во сне. Таким образом, как бы сказитель монаши, который призывается, это очень схоже с шаманским призыванием. Шаманским призванием. Так, у них тоже имеется вот родословный обязательный или шаманы, или вот монаши. Этим они очень схожи с якутскими исполнителями, вот так, якутскими олонкосутами. Иногда монаши, некоторые, вот кого призывали, не хотели стать монаши, тогда монах их принуждал, значит, послушники. Это тоже, опять-таки, вот схоже с шаманским призванием. Далее, исходя из того всего сказанного, я хочу сделать вывод по киргизскому монасу, что считается, у многих исследователей приходят к выводу, что эпос сложился в тот момент, когда у человека, то есть у всех народов, поэтическое слово, оно стало, как бы развиваться самостоятельно. То есть самостоятельно. То есть оно немножко отошло от обряда, от магии слова. Вот помните Карело-финский, значит, эпос, там же заклинатель, он как бы шаман первородный, да? Вот, и его эпос он исполняет как обряд. Точно такой же обряд вот, в русском эпосе Китар и Каркут. Вот, и поэтому
Сначала была магия, обряд, магия слова, обряд, а потом уже поэзия. И потом они разделились, то есть поэзия отошла от магии и обряда, и пошел эпос. И поэтому, почему эпос пошел самостоятельно и отдельно? Потому что народ стал развивать свои различные жанры, не только эпос, да? И поэтому вот эпос является, поскольку высшим вот в рангах во всех жанрах у любого народа, то он развивался очень долго, и поэтому вот поэтическое слово поэзии, оно достигло высшего рассвета. И поэтому мы считаем, что каждый народ, который имеет эпос, это счастливый народ. Это народ с богатейшей историей, это народ с богатейшим фольклором, богатейшими жанрами. Но у киргизов сейчас я хочу сказать, что, конечно, чон-монаши, я точно не могу сказать по количеству, да, они, наверное, только зарождаются, поскольку в советское время, как вы все знаете, весь эпос был он запрещен, да, некоторые, значит, например, у нас были репрессированы, даже некоторые тексты были у нас сожжены и так далее, точно так же, как и шаманы, так и сказители, они подвергались таким репрессиям, запретам и тому подобное. Поэтому, конечно, исполнение Манаса и других, значит, эпосов, оно пошло немножко на убыль. И только начиная с 90-х годов, сейчас все начинает зарождаться. У всех тюрко-монгольских народов. Ну, получение сказительского дара, значит, это я уже немножко сказала. Манас остался в записи у Разбакова и Каралаева. Каралаев – это другая версия, а Разбаков тоже. Разбаков, он пишет продолжение этой трилогии, а Разбаков дал полностью версию Манаса. Таким образом, у киргизов сохранилась полная запись эпопеи, несмотря, в отличие от многих других народов. К их счастью, вот эти два великих сказителя, они оставили эти свои записи. Ну, я хочу сейчас пригласить Нурбека, он нам исполнит, покажет. Он исполнитель Манаса, молодой человек. Вот. И мы послушаем. Бейшембі күні таң менен Акелтең аттың ақыры Айылы жақын батырды Келіңер деп қиқырып Арыстан жердің бүгінде Ач қиқырық жаңырды Аталуының барысы Ананар тараптан барышты Қызмат бар бұл бізге деп Келіп тұрдық сізге деп Өзің көрген қырық чоро Қырғыл баштап қарысы Қиындардың жамысы Улы кечу барысы Ай көліңдің ордығы Ошолар ғана жете барыштың Аның андай таштайлы бер жағына келгенде Белем манас көп жалдың Эми баянынан баштайдың Түр жағындан алтында түрін баса мингені Артықша доран сүргені Қарапшысын
aytып кагылаң болгон келгени кылыңдын жүзүн кыл чайбай жекен өзү билгени алышам деген душмандын тесегинен илгени анча мынча душмандар атын угуп манастын те алыстан сүрүдөдү кээ бирөөсүн карасаң аны учуп жүдөдү азыртысың бул күндө эрендин жайың ушундай эл башкарып бүркүткөн берендин жайың ушундай кырын чайкап туткузган кырандын жайың ушундай эл башкарып бүркүткөн чыгандын жайың ушундай белгилеп ушундай оста сүйлөп сабылды айланайын кандарым эл бийлеген жандарым азыркысын силерге айтып турган заңгарым алтын айдан бери карай айылдан карыш жылбады кулан болуп утуруп кур семирген ат болду талан тамашасынан сайгашкалар жат болду көтөргөнүң туу болсун көк жамырган туу болсун гүл кашкалар аттанып көргө сонун болсун көпүр жакшы болсун деп ошондон ай көшөр аста сүйлөп сабылды жалпы турган жамагат атам экөөң бабалы коргого болгон далалап ошонун барысы бабадан калган аманат деп ошентип айкөлүң деңдетип сөздү сан деле дене билгизип жан дүйнөгөн киргизип ошондон айкөлүң менен айтып кал денем андай болсо макул деп айланайын кандарым эл бийлеген жандарым азыркысын акыл деп андай болсо бул жерде турганың акыл деп азыркысын кысталак айкөлүм анас айтканы өзүбүзгө бек болсун айткан сөзүң эп болсун айланайын жандарым эмегисин этели токтолуп туруп бүгүндө кайгуразга жетели андан көрө кысталак ана тонун мойнунда басып көрүп дарасын андыяндын арасын кыйла тонун буйгатын көрө турган кез келди көкөгөңүнү каратып көрө турган кез келди ала тонун адары тепсе турган кез келди ала тонун мойнунда тепсе турган кез келди айланайын кандар бул жарткан эгер болсо колдогонуң бар болсо бул жагын кытайлың жолдогонуң бар болсо айланайын бул күндө кырктын башы кыргылым кыркында көпкөндөн кылып өзүң болду башта деп жерге тарта деп айкөл манасга булат ошондо гана сөзүм баштадым азыркысын этели туруп бүгүндө аймыразга жетели деп ошондо жанагы кычоронун барысы кыргынбак кайгарысы кыйындардын жамысы элиги шуп алышты баса турса батырлар жеңиги шуп алышты азыркысын бул күндө болуп асман жаргандуу болуп жердин бети күңүрүлөп тоо өчкөнсүн күңүрүлөп өзүң көргөн камбылдар кылымды билген даңгылдар азыркысын бул күндө аса сүйлөп сабылды ояткан кудурет олой кер деп жалынды кудуретке жалынды курунге жалынды өзүң көргөн камбылдар кылымды билген даңгылдар азыркысын бул күндө жын баштыгы манаттан жеңиз көрбөй бараттан куйрук берип май берип кандай кылып жараткан өртүгүн топко жаптырган анан аттарынын мойнуна ошондон алтындан гана тумар токтурган өзүң көргөн жанагы өтөрү манна жолбурсу турчу болду жолдошу баштары чыгып калышты баданын башы тегинде кызы кылды чуулашып эки күнгө угулашып өзүң көргөн жанада 70 боюн төп атып 20 саатын чоп атып ана жерге келгенде эрендин баары эйлигип берендин баары жээлигип баса турсаң ашыгып камылдын баары шашылып айланайын жанагы көрө турган кез келди көктү көңүл каргытып беле турган кез келди эмигисин этебиз ана тоонун мойнунда ошондо унап гана жүргөн кез тектерден текке кулатып темине чыгып сулатып ууруудан кулжаң аталып кубанычка мектеп аталып курдаштар мектеп аталып адырдан арка аталып арзыган жерге жаталып кийиктин кызыкка аянбастан баталып өзүң көргөн жанагы бул катында бул бар жол жеринде жолбарс бар ирисинде илбис бар ошонун барысын көрө турган мезгилди көкөгөңүнү каргытып бөлө турган мезгилди деп ошондон кырк чорога сиекке жык чора эмиң аттанып чыгып алышты кайра баштан дуу болуп басылбаган чуу болуп ошондо шаттанып гана чыгып
Налденуй. Какого возраста вы поете? Уже 16 лет. 16 Да. лет. Тогда вы себя причисляете к этому чол-монаши или чала-монаши? Дай Бог, Будь- где покажешь? Где мы покажем? Да. Сейчас мы пока чала-монаши. Да? Но это преобладающее, значит, преобладающее число исполнителей сегодня в Киргизии, молодые люди, которые, конечно, стремятся стать настоящими монахами. Да, я хочу сказать, что это героический исторический эпос. Это более поздний эпос, когда государственность уже отражена вот, в их монасе. И сегодня у них создан театр монаса, национальный театр монаща, где актерами являются только монаши. Да. И чор-монаши, и чало-монаши. Это прекрасно. Вот. И я желаю вашему театру, вы там являетесь, да? Да, зачислены. Там сколько человек сейчас стало? 127. 127. Представляете, 127? Все монахи? Одни мужчины, Нет, да? акылы, импровизаторы и достанчик. Да. Артистов нет, да? Нет, Несколько артистов есть. нет, у них только Нет, да? исполнители. Несколько есть. Несколько есть. Да. Скажи, пожалуйста, там есть женщины? Да, есть. Сколько? Ну, мало. Трое. Трое, Да. это женские роли, что Да. исполнят, да? Да. А в основном только мужчины. Мужчины, Я да. видела эти фотографии, мне Да. Талантала присылала эту Да. фотографию. Вот. И у них вот, прекрасный вот театр уже создают. Тогда у вас там постановки или просто исполнение монахов? Пока исполнение, а потом есть постановки надо. Постановки будут, да? Да, будет дальше. Теперь переходим тоже к историческому эпосу. Калмыцкому это Джангар. Это, конечно, уникальный тоже эпос, исключительно уникальный эпос. Джангар вышел за пределы национального эпоса. Это мировой эпос, потому что его исполняют во многих странах, начиная от Тибета, Китая, Монголии, Калмыкии и так далее. Опять-таки Джангар берет начало на Алтае. На Алтае берет начало. Ну, Джангар это тоже героико-исторический эпос. Там он отражает именно исторический период Джунгарского ханства, когда калмыки вышли на очень высокий уровень и тоже является очень древнейшим, имеет несколько таких вот древнейших и исторических различий очень многих слоев имеет Джангар. И калмыцкое ханство вот в середине 17 века, вообще и создание Манаса, и Джангара, оно было продиктовано тем, что эти народы, у них пробудилось национальное самосознание, и они хотели обрести самостоятельное, конечно, самостоятельное государственность. И вот эта идея и в Манасе, и в Джангаре, оно прямо идет вот впереди всего. Главное, чтобы не потерять свою идентичность, они все вложили тоже вот в свой эпос, как и другие народы тюрко-монгольского эпоса. Джангар, как я уже сказала, в течение многих веков, вот я еще раз повторю, этнотерриториальные версии Джангара, это китайская, синьцзянская, джунгарская, торгутская, монгольская, бурятская, алтайская, тувинская и так далее. То есть они, когда исполняют Джангар, как вот, помните, во втором у нас, в третьем фестивале или во втором международном фестивале сказать, они друг друга все понимали. То есть они могли исполнять Джангар, вот те, которые приехали из Тибета у нас, да, и из Китая. Они вообще между собой спокойно все общались и исполняли вот Джангар. Только тоже свою версию. И вот в этом плане, конечно, калмыцкий Джангар – это уникальный эпос мирового уровня.
Вот. И тоже структура та же самая, да, становление то же самое, но у них идет сопровождение музыкального инструмента. Вот наиболее древний слой, мифологический слой, очень схож с якутским эпосом. Его специально исследовал Кухом и нашел очень много таких состыковок, что в Зангаре, что в этом якутском ломбо. Но потом, когда вот в течение нескольких веков, когда Зангар развивался, и когда калмыки обрели вот территорию, вот, перешли из Алтая, перекочевали туда, в степи Калмыкии, они, конечно, вот уже он сложился как окончательно сложился как исторический эпос. Это очень важно знать.
8 лет. Да, сколько лет вы поете? Меня дядя заставил. А? Мой дядя Ага. поет джангар тоже, и надо было выучить отрывок из А? джангара. И У дяди так, стал учиться, да? да, он мне дал книгу и нас Ага. сказал выучить, только ты поедем на конкурс. С в тех лесу. пор, Я просто- с тех пор вы поете. Ну, я так отрывок исполняю просто, а так я Полностью, конечно, нет, да? полностью нет. Я Так, вообще скажи, сам пожалуйста, музыкант. а сейчас сколько у вас сейчас Джангарчи? Народных. Народ. Человека 4-5. 4, ну, настоящий, вот я имею в виду. Народный Вот, джангарчи, прям да, звание. вы знаете, что это у него особое гортанное, горловое пение, очень похожее на кай, алтайский кай. Да? И вы там, наверное, заметили. Исключительно красивый двухзвучный пение. Да? Он поет вот это горловое пение, а там идет вот такое тонкое звучание. Услышали, да? Да. Все. Молодцы, что услышали. Так, и теперь мы переходим к нашим предкам нашим, да, алтайским. Вот я уже вам сказала, что основа, то есть самая вот такая родина всех эпосов тюрко-монгольских народов является Алтай. И поэтому я немножко расскажу о алтайских исполнителей эпоса, алтайской кайчи, потому что оно дает вот объяснение очень многим исполнителям наших эпосов, в том числе и вот Джангарчи, Пасутам и так далее. Очень много схожих моментов, очень схожих моментов. Значит, с древних времен у алтайцев существовали две формы исполнения эпоса. Это сказывание, потом особое вот гортанное горловое пение кай. Это классическая форма исполнения лирического эпоса, его исполнял сказитель Кайчи. Так, исполнение, конечно, алтайского эпоса считается очень своеобразным и даже исключительным. Все кайчи исполняют свои героические богатырские сказания гортанным, глубоким, низким голосом предела большой октавы. То есть это баритон плюс бас, да? Мы скажем, если перевести на музыкальные вот такие степени. Исполнять греческое сказание басом является традицией у них. Пение сопровождается особыми вокальными фигурами, которые мы даже вот услышали у нашего уважаемого Джангарчи. То есть одновременно, значит, у него вот в горле происходит такая вибрация, при которой он абсолютно самопроизвольно сопровождает вот свое горловое пение вот этим каким-то тонким таким перезвуком. Понимаете? Это сродни нашему колосану. Понимаете? Ну, откуда у тюрко-монгольских народов вот такое звучание, да, вот такое, я бы сказала, такая структура вот нашего горла, да, что оно издает такие звуки, понимаете? И это считается очень большим своеобразием в музыкальном искусстве всех сказителей. Далее. Ну вот эти тонкие звуки музыканты, они уже определили в Алтайсе. Ага. Они считают, есть так называемый кулеп кайла, в котором второй звук напоминает легкое гудение. Угу. Есть другой звук, каргарлап кайла, шипящий, и вот еще третий, который напоминает флейту, который вот мы услышали у него, понимаете? Сагартых кайла. Второй звук, он схож с тонким звуком флейты. Понимаете? И вот эти три типа, вот в этом горловом пении, оно присутствует, одновременно присутствует. Вот. И в традиционном исполнении, значит,
сказитель сначала исполняет стихотворные формы и ритмический час, как и у нас, но они иногда поются, а прозаические рассказывается. Ну вот считается, что в тюрко-монгольском эпосе речитатив, то есть рассказывание и пение, оно должно быть гармоничным. То есть ни одно из них не должно превышать. Понимаете? Тогда получается гармония исполнения эпоса. То есть иногда так бывает у нас начинающие на Улум Хасута, несколько фраз говорят, сказывают, а потом переходят на пение. И все время мы слышим только пение. Ага, так не должно быть. То есть речитативный час и пение у нас, например, или вот у эпосов, в алтайских эпосах сказителей, оно должно быть гармонично, должно быть сочетание. Так, ну, как и все вот эти наши сказители тюрко-монгольских народов, Хайчи, конечно, тоже из бедной среды, малограмотной, но традиция идет прямо из древности. И они играют на тапшуре. У них тапшур — это музыкальный инструмент, о котором даже слагаются у них мифы, легенды и так далее. Они все обладают прекрасной памятью, как все эти сказители наши. Вот. И наиболее популярными темами у этих алтайских сказаний являются борьба чудовищами, то есть первый этап, древнейший этап, борьба героя с владыкой в подземном мире Эрликом, а далее борьба героя со злым ханом-угнетателем и набегами чужих ханов. Вот. И раскрытие темы показывает, что алтайский эпос по своему содержанию, по своему исполнению очень близок к русскому фольклору.
같은 주민 주내디 비대 간자 열가 바라가 사는데 я немножко, пока он готовится, да, я расскажу немножко о
бурятские сказительские традиции, но у Лигери исполнялись не просто так, а это тоже очень древнейший эпос, и поэтому просто так, без серьезного повода они не исполнялись днем, потом не исполнялись в присутствии чужих людей, то есть это была родовая традиция, существовали очень строгие табу, и когда лигерщины исполняли свой эпос, они всегда одевались во все белые, сидели на белом верблюжьем полбохе, и таким образом они исполняли, то есть это считалось у них как бы магический обряд, что говорит о очень большой древности. Так, в основном они исполнялись перед какими-то дальними походами, естественно, военными походами, перед охотой большой, и потом для исцеления больных. Притом у них соблюдался строгий запрет, что никто не имел права прерывать сказителя. То есть он мог сколько хочет, столько времени слушать, должны быть терпеливы и слушать его. Если, например, особенное исполнение Гессера, если кто-то прерывал, то считалось, что сам герой Гессер мог погибнуть во время исполнения Гессера, не совершив свой главный подвиг. И поэтому они, то есть, воспринимали бурята своего Гессера как реального человека. Божество, сына божества, и реального человека, с которым они имели право общаться прямо буквально во время исполнения лигера. Этим отличается очень интересно эта древняя традиция. У них исполнение очень было близко к уйгурскому пению, это протяжное пение, это тоже схоже с нашим делетырга. И следует считать, что они вышли из одного корня. Такое уйгурское песнопение протяжное, это лигерщинное пение и наше ломко. То есть таким образом наша ломко сказительская традиция соединилась и монгольская сказительская традиция, и тюркская сказительская традиция. Давайте послушаем. Инструмент ваш как называется? Инструмент называется сухахур. Сухахур. Сухо с бурятского переводится как мочевой пузырь быка. Мочевой пузырь.
вас из чего сделаны? Ну, так, как на маленхоре струны есть, вот синтетическая, да, лес. Нет, а вот здесь у вас Здесь вот получается волос резвого мерина, как бы. Мерина, да, волос Мерина. Да. Ага. Вот лук такой формы, да, детский. Вот, то есть смычок такой формы, как будто детский лук, да, Ага. и натянут вот волосом. Мерина. Да. Именно тогда мужской. Да, резвый вот так. Волос, мужской волос. Да. Корпус обычно делается из, щечек, лиственницы или березы и натягивается мочевым пузырем быка, желательно трехгодовалого. Да, желательно трехгодовалого. Вот так вот. Это очень старинный, исконно бурятский инструмент народный. Сухохур. Сухохур, да. Он даже старее, чем моринхур. Моринхур. Даже старее. Даже старее. Очень древний народный инструмент. Сухохур. Как Пехевит-Булагатские улигеры и другие алтайские, кавказские, шорские, тувинские, степные улигеры. Вот эти они все как бы являются, как бы ровесниками нашего Олонхо. А раньше все время говорилось о том, что существует какая-то тюркская сказительская традиция, она вошла в исполнение нашего Олонхо. Но в последнее время, конечно, многие исследователи уже начали склоняться к тому, что наравне с тюркской сказительской традицией присутствует еще и монгольская традиция у нас сказительская. Так, чем отличаются, значит, якутская традиция? Она схожа, значит, и древняя, без музыкального инструмента, вот как бурятские улигеры и алтайские сказания. Без музыкального сопровождения еще вот тоже очень древнейший вот манасы, исполнение манаса. Далее. У якутов речитатив доведен, конечно, до классического уровня, потому что, несмотря на то, что это был безграмотный, бедный якут, он был исключительным даром поэтического слога, он довел поэтический слог до наивысшего уровня. То есть это наш эпос считается он описательным эпосом, например, излюбленные какие-то предметы, например, жилище богатыря, да, то его могли, скажем, на несколько часов описывать. Вот красоту вот этого Сергея, красоту вот этого жилища и так далее, и так далее. И в этом плане, конечно, якутское Олонхо, оно является вот именно, как многие исследователи отмечают, что это поэзия высокого стиля. Вторая часть, вот когда персонажи поют, то это тоже считается, что Олонхо может стать только человек с исключительным даром песнопения. Притом протяжное песнопение поюк, это традиционное этническое песнопение, которое, конечно, исполняется с таким призвуком, форшлаг, который как бы заменяет музыкальный инструмент. Но это дается очень большой тренировкой, длительной тренировкой. Но потом это настолько вошло в кровь якутского народа, что рождаются дети, которые рождаются с природным голосом. Мы сразу определяем, кто рождается природным голосом, а кто это тренирует, и потом, получается, он неплохо исполняет тоже. Вот. Далее. В якутской сказательской традиции вот древние жанры, они до сих пор живы, в отличие от многих народов. Почему они живы, я не знаю, но, видимо, от того, что мы так очень далеко находимся от всего мира, законсервировали все традиции, жанры фольклора,
У нас одновременно вот алгысы благопожелания, вот, которые поются на лысехах Олонхо, это тоже, это магические заклинания, очень древние магические заклинания. Все якутии с благоговением относятся к этим алгысам. Все желают получить эти алгысы, да, в начале лета, осенью, ну, как только алгысы появляются, все хотят, чтобы получить вот на благополучие такие алгысы. Потому что они с собой носят какие-то вот такие обрядовые магические функции. Они воздействуют энергетически и не только словом, но и пением на ауру человека, вообще на здоровье человека. И поэтому в этом плане, конечно, алгысы тоже являются основой сказительской традиции эпоса. Но наивысшей, конечно, ступени является Олонхо, потому что запоминать вот такие большие объемы Олонхо, там до 36 тысяч, по 50 тысяч строк и так далее, да. Притом, значит, опять-таки потомственные ломхосуты с шаманскими корнями, судаганскими корнями. Это все уходит, конечно, тоже в тюрко-монгольскую традицию. Сейчас я хочу пригласить Янину Гусу, она здесь, да? Да, она нынче у нас в Вилюйском ИСЭКе стала гран-при среди молодежи. Давайте послушаем ее голоса. Суба аргырын айгыстан тұрар ағыс илек сағалақ атанлақ мөгеннәк айгырсілік бейләк. Ане дойдым, ананан айылды бұта әбді үйі. Сер ие барақсан семәқтәк, сірі иетсіксігін саға әддағаттен, сіріеден сітен, тәлігінен тәрәден, томтойы толын өз күрігер. Тұлқадыйы ден соғыру өттіттен тұналған нағдығын қайыртулағыннан айгыры ден араға өттіттен аңаттыва тарат мора жайыңнанан қолбұрыю еқұты өттіттен бұдылған нақ мұс морма жоғылынан еған неден ирин өттіттен имеңнәқ еті байғал әңерденен қара байғал қаймыланан көк мора тулаланан сымара тасыттықтанан өң бор үріттенен дуй бор кырыстанан Сирем отмет жүреңнен синне жүрекән бейгеләк себекки бичік оғырданан. Үгіз әлбәу түхілгеннәк кеме соқ кейі сөйі, қалың ақсанна қамсыр қарамай, илі жежір сімәқтенен айыллан өскен тұрдаққа. Етегеннеттен әргіде баттан көрдіққа жүрібіні жүрілетті барақсан толон ехінен доғуя қамын ехен, ал күдік мағын күндегі өттінің көйе қамын келен, арыйнелағай жабатын топ-топ-тоңсуя, сүйіқтәқ бәйді сүгірен, қол жүктақ бәйді қоң көян, қоңмы туғын қоңнырын, өребі туғын өйрен, көміс қобы көмейін көнкөтен алтан чуаран аяғын аған, кердіз көміс таңалайының әғален, тымтық көміс тырынан жырлatan, сүйі көміс тейін бұйғынан, ұлы туая аттағы көрдігі алғана сирені олар бұд, өрігөйдіқ өң қоғаны сұбы күрдік кен болла.
вот женская сказительская традиция у якутов, она имеет, конечно, очень древнюю историю. Значит, она связана с материнским, матриархатом. Вот, как вы все знаете, да, в Якутске Роланко нету шамана. Есть вот кто? Удаганки богатырши, удаганки вот заклинательницы. И поэтому вот эта традиция, она, конечно, очень древняя. И вот поэтому вот в отличие, там, скажем, от других сказительских традиций, у нас женская сказительская традиция, она очень хорошо развивается, она не запрещается и так далее. У нас есть целая группа архаических сюжетов Роланко о женщинах-богатырках. Это, конечно, самый древний пласт нашего ломбо. Потом, конечно, наступил патриархат и стала развиваться мужская сказительская традиция. Мужская сказительская традиция, она, конечно, тоже в этом же русле, она тюрко-монгольской традиции. Может быть, послушаем кого-то из наших молодых, начинающих сказителей. Дебу алыс хаттыгаста асман қалланы айылдан бүйіскебіт айы жонын абаға аймаға аңардасты дағыстабыдын тойын жөллі тұп бұғатыры аллара жабына жырғалара ауан ағас ағар албастарынан едеңе келдер биттерін жырыбына жырылытта күз бұғатыр ир сулы ирден тоң сулы тордан абап қабачай удағаны темір жоқчардан бұғатыры кыян қодан өрегөйі үддеді Етегеннеттен кыз оға кылан бәдді жырымны жырылытта кыз бұғатыр өстөқтөрін өрін үйерін көтен үлуyen тоң сүрі тобуын қарағардылы тоғада буырда талан еренек сірі етчағардылы ибіліктетірен жылуян тақсан тоғыз төшімастақ ағыз чампарықтақ тоғыз төшімастақ талдан әберен тұруқтақ қай жылус қалнақ келбейтігер четчігін әбінен чиyoqson тулар кетчі баттан көрің тұрбыта олар Эй, чугайтер келек, уған түмікті әдебік кеділі, бұдайды кыз кияр кірітігер, чус куяр чампаргар, орулу оройгар, торулу тоқта тұрар, тұла өттен мұз тоңғыларда, қарылы тоқта тұрар, қар қалғаларда қабет. Тура сиреттен тұдың қалбаридағана, тура ұстаны қайлақ, түшімас, жоғыртастар, күжімағары кірілерінен, түшіріғі үдді тұраларғар, чуалған үйт сағат, чуатчаға табылы адулар, чөшімче көрім тұрбақтан барам жүруян чуа теймеді. Көқтөлөнен күйіскері ұту тұрар қаралағай тас қалған барығар қапсағайдаран қаңас чанчығынан алыс-тастағы қатыр сылғы бағынсаға тоңын ердегі тоғыппадақ, еренеғі ердегі қанчареппедақ, қатан ердегі қампарыппадақ, қара қаппар күлуінен қалыр еліргіннен қатан кәбеспеттері бет. Оннан дейін қапсағайдаран дейін Қая дәвән кеберін күтті қара түләе бұруға қаллаңы өрөті төлен қарарысқынан қалды, онуға бары толдан чүгіян тұрбаққа тойыны байым әрейдәқ сұқ құруыр әрі тығынан сұғы маннасыдара болуы ден. Бүйгілі түйен барын үс қос боқсулақ, алыс қырылақ, өрін көміс өтімек болан өтері түйен, үс қардақ, ұғырымер оғыз өқтәқ қаннақ, өңіл бағыны оғын өрі тұппы күрдік, үйт қолағай ұстын үгірәлі түйен барын өрі күскінен қалды. Кені бәйкелек боллағына тоң сері тоғыта түйен күр мұғы көңі көтін үрітетті өмірік алыңат төн әрбек төннік өрес мәлігет түйініктәқ, үріттәқ, жевіннәқ, әркіннәқ, ардақтақ, алыңнақ, түн қараңа ордуға түн кәрген тиен келді. Тойан жәллет бұғатыр, оқтері көліңненме тойыт туат болбыт, ұлығыран қалақтабыт, ұбая ки ұлығыран қалақтабыт. Жеревна жералатта оқтері көліңненме тойыт туат болбыт, ұлығыран қалақтабыт, ұбая ки барақсаны уан сұбый қырынаға кәккеләндерін тұқпы күртіп, уан бабы тарбақтарынан төбетін түйеғын өйі тұтан, апағыр ұбдытын, алыптақтыл албағынан ара-ара тардығылан кәбісті. Етегеннеттен Убайын әдден жүйлән көрбіде, Убая инне болан иммет, сүйдік болан сүйдүйбіт, әдірік төстенмет әләхем айдым. Айы тұрғылтығына бұстара ания дойды тұттан арақстара тұғы қылсаға қалбыд. Жеревна жералатта көз бұға түйір обырғы, тұс соғыру декі үсер көсті оғынан өтірі батары өрі харқыран тұран ұлды бойы тұрды. Көрі Oh
kömüz çüçük bolun kötü dayın diyen iki kolgağın kolu kutugar diyen hoğuskun yeni gite kepseten sargıtalın salalına öregey dalın yürüdeten ırıkda bollargın çugasda bollargın çoğulur